Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на август 2020 для весов. Посмотрим, что ждет в этот месяц. Так, четверка мечей у нас карта месяца. Это у нас первая часть месяца, середина месяца и окончание. Теперь отношения, работа, финансы. Будем подсказывать на цыганской колоде. Итак, четверка мечей у нас выпадает. Это карта, которая говорит о том, что у нас может быть очень много завязано на наше окружение, на наше общение, да, вот на то, как мы умеем с людьми договариваться, на какие-то бумаги, которые, вот, от которых зависит продвижение наших дел, осуществление наших идей. Может быть, здесь какие-то, знаете, сложности с поездками, да, вот, может быть, сроки как-то откладываются, может быть, приходится подождать какое-то время, может быть, видите, здесь на карте изображена ночь, да, то есть до утра как бы можно подождать, то есть не такой уж большой срок, да, но, может быть, будут какие-то вещи откладываться, может быть, будет не все совсем так, как мы предполагали, будут какие-то приходить новости, будут вмешиваться какие-то люди, может быть, с какими-то документами, со справками, с бумагами будут какие-то сложности, которые нужно будет решать. Но, тем не менее, эта карта, ну, более-менее такая удачная. Да? Это просто какие-то небольшие задержки. Цель, может быть, просто откладывается, но она все равно как бы осуществится через некоторое время. Вот единственное, что эта карта говорит важного, да, это, знаете, такой призыв подумать, пересмотреть какие-то свои планы и цели. Скорее всего, нужно менять подход, нужно менять мышление, да, может быть, слишком мы пессимистично на все смотрим, да, может быть, нам нужно конструктива больше добавить, может быть, нужно как-то к каким-то людям правильно отнестись. Может быть, в нашем окружении есть люди, которые нам мешают, а мы их как-то привечаем, мы не подозреваем, может быть, что они могут быть нам, ну, вредны, скажем так, да. То есть, вот смотрите, карта обращает внимание на наше окружение. Может быть, мы сами как-то неправильно относимся к своим близким и этим создаем себе проблемы. В общем, карта призывает нас подумать, побыть в одиночестве, в тишине, подумать хорошенечко, да, может быть, придется изменить планы, изменить отношения, изменить мышление. Что-то такое у нас здесь происходит. Особенно это касается, знаете, каких-то людей, которые, так, как бы так сказать, в общем, либо это отношение имеет к каким-то юридическим вопросам, либо образовательным вопросам, либо к вопросам власти. То есть есть какие-то люди, которые выше нас стоят, да, и они вот могут как-то вмешиваться, да, в наши отношения, либо кто-то мешает нам с этими людьми наладить отношения. Что-то здесь такое может быть. Так, важно здесь, знаете, получить полную информацию, да, чтобы было понятно, как действовать. Скорее всего, сейчас этого нет. То есть в течение месяца будет необходимость набрать нужную информацию, получить нужные сведения, подписать нужные бумаги и так далее. Первая часть месяца у нас выпадает императрица. Здесь у нас действительно решаются вопросы с деньгами, с тем, чтобы удовлетворить какие-то нужды наши и даже как бы более того, да, может быть, устроить праздник какой-то, поехать куда-то отдыхать, очень приятно провести время, купить что-то красивое, хорошее, дорогое, украшение, может быть, даже кто-то будет покупать. Это может быть там мебель в дом, это может быть одежда. В общем, что-то такое приятное мы делаем для того, чтобы нам было комфортно, чтобы мы чувствовали себя удовлетворенными, счастливыми. Это карта подарков. Может быть, кто-то подарок как бы пришлет, да, или передаст вам.
Карта союзников, поддержки. Если нужно вам решать юридические вопросы, то это карта хороших адвокатов, да, то есть у вас получится договориться, да, с тем, чтобы получить хорошего себе помощника. Это карта сбережений, то есть у вас хватает на все, если даже сейчас не хватает, то появятся для этого возможности и средства вот в течение 10 каких-то 10 первых дней. Кроме того, вот эта карта очень часто связана с голосом, да, то есть мы можем зарабатывать голосом, мы можем, знаете, вот может быть даже у кого-то будет посещение каких-то концертов, допустим, там певцы какие-то, да, или может быть с музыкой что-то связанное, тоже вот что-то такое приятное очень. Цветы, да, очень часто мы цветы получаем по этой карте. Ну, в принципе, в общем, мы будем чувствовать себя способными зарабатывать, способными договариваться. У нас есть сбережения, у нас есть как бы самооценка такая высокая. В общем, все у нас здесь очень хорошо. Тело, да, вот если, допустим, вы заботились о теле, о диете, о физических каких-то упражнениях, то здесь у вас уже есть какие-то плоды, да, то есть уже результаты какие-то появляются, вот у вас прям такое чувство довольства. Но вы на этом не останавливаетесь, да, и в середине месяца у нас паж жезлов. Это значит, что мы пытаемся продвигаться, мы пытаемся менять ситуацию еще, ну, еще лучше, да, улучшать ситуацию пытаемся. Могут быть какие-то новые предложения по работе, по финансам. Это могут быть, допустим, новые идеи по поездкам, по каким-то. Если у вас есть дети, то, значит, у детей здесь какие-то успехи, решаете вопросы какие-то с детьми. В общем, карта, в принципе, говорит о том, что есть возможность в середине месяца как-то очень хорошо продвинуться, реализовать какие-то новые свои идеи. Может быть, кстати, вы как бы здесь получили результаты, как-то вот наслаждались вот этим периодом времени, а здесь вы снова включаетесь, да, снова работаете там над телом, снова работаете над внешностью, может быть, обучаетесь, стараетесь новые источники дохода какие-то для себя открыть. То есть вот такое очень активное поведение. Здоровье тоже. Если вдруг какая-то болезнь была, значит, тут выздоровление. Если, знаете, была какая-то конкурентная борьба, да, то вот вы хотите себя показать с самой лучшей стороны. Ну, в любом случае, вы тут очень активно себя ведете и чувствуете, что у вас достаточно сил для того, чтобы вот достичь своих целей. И окончание месяца у нас опять старший аркан умеренность. Это карта как раз такого глубокого удовлетворения, действительно достижения целей, поддержки со стороны влиятельных людей. Это выздоровление полное, если у кого-то, допустим, была проблема вот со здоровьем. Карта, которая говорит о том, что для вас открывается какая-то граница, да, то есть это может быть как в прямом смысле, да, вы можете поехать куда-то за границу, если у вас была такая цель, вы можете ее осуществить в конце месяца. Или, может быть, у вас были какие-то ограничения, ну, допустим, не хватало каких-то справок, не хватало каких-то разрешений, или, может быть, там была болезнь, не могли по болезни, допустим, куда-то, да, или просто любые ограничения, какие были, они разрушаются, вы можете теперь как бы выходить на новый уровень, передвигаться, да, и это вас, ну, как успокаивает, да, вы здесь действительно чувствуете себя в своей тарелке, вы чувствуете, что заслуживаете то, что получаете. Это карта удовлетворения, такого спокойствия, о стабильности жизни, хорошее время для того, чтобы решать какие-то дела с людьми издалека, может быть, там иностранцы какие-то, да, или, может быть, это какие-то вопросы там за границей.
А если вы работаете, допустим, да, или бизнес у вас свой, то здесь как раз контакты какие-то дают плоды свои, да, вот именно с далекими какими-то партнерами. Карта хорошая для рекламы, для того, чтобы проводить какие-то семинары, либо учиться, либо самим преподавать. Для иностранных языков тоже хорошая карта. Вот если вы планировали, то замечательное просто время. А для решения любых юридических вопросов. Может быть, если покупки, да, то каких-то, знаете, таких крупных вещей, статусных вещей. Сдача экзаменов очень удачная, получение дипломов. В общем, знаете, щедрость такая у вас в жизни появляется, у вас изобилие появляется, удача, какие-то счастливые возможности. И вы это, знаете, принимаете вот спокойно, с достоинством. А теперь посмотрим, что ждет в отношениях. В отношениях тоже карта старшего аркана Маг. Очень хорошая возможность для того, чтобы вам самим лично влиять на ситуацию, самим строить отношения, проявлять инициативу, чтобы все было так, как вы хотели, так, как вы мечтали. То есть, знаете, вот эта карта, когда, вот, знаете, как будто прошлых ошибок не существует, как будто бы вы начинаете все сначала. И у вас действительно есть все возможности, вся власть для этого, да. Или вот ваш партнер, он считает вас действительно человеком, который достоин уважения, да, он к вам прислушивается, уважает вас как личность. Для тех, кто в поиске партнера, дама трефовая, карта говорит о том, что может, знаете, вот в сочетании с этой картой у вас может появиться какой-то человек рядом, который может вами манипулировать. Будьте осторожны, да, может быть какой-то обман. Допустим, сначала вам понравится очень человек, знаете, есть такие люди, которые прям завораживают, да, а потом вы можете разочароваться. Вот будьте осторожнее, как-то присматривайтесь, особенно если человек такой очень яркий, да, очень как бы старается, может быть, показать себя или старается навязать свою точку зрения, да. В общем, смотрите, если, допустим, в ваших отношениях этот человек будет главный, важный, да, если у вас нет равных таких, как сказать, равных отношений, то тогда вот, ну, напряжение может возникнуть, проблема. А для тех, кто в паре, ну, здесь вот карты, которые говорят о детях, да, то есть если у вас уже есть дети, значит, вы будете решать вопросы, связанные с обучением, с обеспечением, допустим, там, какими-то канцелярскими принадлежностями, одеждой. Может быть, будет, знаете, особенная потребность у детей в заботе, в опеке. Если же это не детей касается, да, то тогда вы сами можете вести себя, знаете, таким вот искренним образом, да, вы можете с партнером быть очень в доверительных таких отношениях, вам требуется забота вашего партнера, мало ли, может быть, какая-то вот ситуация, да, вот, допустим, по четверке мечей какие-то задержки, вам нужна поддержка от партнера, забота от партнера и так далее, да, то есть возможность решить какие-то вопросы совместно, то есть, может быть, вот у вас нет возможности, у вашего партнера есть, да, и вот он вам помогает здесь. Для тех, кто в ссоре, валет трефовый. Но здесь может быть, знаете, и расставание, да, ну, скорее всего, по вашей инициативе, потому что, ну, может быть, знаете, такие у вас отношения, когда в них слишком много каких-то споров, мучений, страданий, да, когда вы зависите друг от друга или от партнера, и, может быть, действительно вам тут захочется расстаться, да. Вот, даже карты рекомендуют. Сейчас я посмотрю дополнительную карту. Так. Ну, смотрите, в общем так, если ваш партнер вас обманывает, да, если он, ну, допустим, там манипулирует или предал вас, да, то вот даже карты говорят о том, что вам лучше начать новые отношения. Лучше, ну, как бы сохранить свое достоинство, да, и начать новые отношения, потому что здесь действительно какие-то слишком уж они сложные, и вряд ли здесь что-то переменится к лучшему. Кстати, вы можете либо на работе познакомиться с новым человеком, либо
может быть, во время обучения какого-то. Но что-то связано с профессией здесь. Для работы выпадает рыцарь чаш. Карта говорит о том, что у вас либо отпуск, да, вот четверка мечей тоже на отпуск может показывать. Либо, если это все-таки не отпуск, то, может быть, это хорошее какое-то предложение, какой-то проект или новая работа. Может быть, это работа в кругу людей, которые вас уважают, любят и так далее. Да? То есть очень комфортно может быть. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто в поиске работы. Семерка червовая. Замечательное предложение о работе, которая будет стабильна и с последующим ростом. Для тех, у кого уже есть работа, девятка червовая, опять же, здесь может быть и новая работа, либо смена руководства, да, смена, может быть, в коллективе тоже какие-то перемены, люди какие-то новые появляются, либо новости, которых вы ждете вот по работе. Девятка пиковая, да, дополнительно хочу посмотреть. Но смотрите, здесь, скорее всего, вот если не было стабильности, да, то все стабилизируется. Если же, допустим, вам приходит какое-то предложение, допустим, вы были не удовлетворены работой или, может быть, старым проектом, каким-то должностью, и вам приходит предложение о чем-то новом, здесь самое главное проявить решительность и, знаете, может быть, настойчивость даже, может быть, вас там, допустим, не отпускают или еще что-то такое, да, вот здесь вот нужно обязательно как бы проявить какую-то твердость для того, чтобы вот не упустить вот эту возможность. А для тех, у кого свое дело, девятка бубновая, ну, скорее всего, здесь у вас отпуск, скорее всего, вы отходите на какое-то время от работы, может быть, она у вас как бы продолжается, да, там, может быть, другие люди, коллектив работает, да, но у вас здесь отпуск, либо у вас какие-то значительные перемены в это время, какая-то трансформация, может быть, вы какое-то новое направление открываете, либо полностью меняете свой бизнес вот на то, что вам нравится, да, вот на тот, как бы, то направление, которое вам эмоционально вот так нравится. Да, скорее всего, у вас тут будет много вариантов, много возможностей. И лучше всего, знаете, проконсультироваться с кем-то, прежде чем вы начнете здесь что-то менять. Либо вам нужно человека, который вам в этом будет помогать, либо советник какой-то, советчик, да, который поможет вам сделать правильный выбор. Деньги, да, в деньгах у нас выпадает карта старшего аркана сила, то есть у нас эта сфера жизни укрепляется, улучшается, да, мы можем здесь даже выиграть что-то, мы здесь можем победить в каком-то конкурсе, может быть, то, что связано с финансами. Мы можем здесь выгодно вложить инвестиции или получить от инвестиций доход. Ну, в любом случае у нас здесь достаток. Это не то, что какие-то сверхбольшие прибыли. Нет, это достаток, это удовлетворение всех потребностей. И на семью хватает, и на детей хватает. В общем, хорошее такое вот время для денег, для увеличения, укрепления этой сферы. Для тех, кто на зарплате, валет бубновый. Карта говорит о том, что у вас может быть как-то сразу вся сумма придет, допустим, вся зарплата, да, или, может быть, если вы какие-то предложения вносили, да, у руководства может, знаете, ну, сейчас я подберу слова правильно. То есть вы, допустим, просили о повышении зарплаты, то здесь, скорее всего, будет отказ, да, то есть, скорее всего, зарплата останется на том же самом уровне, но вы можете получить как бы всю сумму, да, целиком. Если же вы меняете работу, да, то есть, может быть, вы сами захотите отказаться от одной работы и пойти на другую, там, где больше платят, да, здесь вот тоже может быть как бы финансовое такое улучшение, но это, скорее всего, будет неожиданный какой-то такой поворот, скорее всего, вы, может быть, даже в начале месяца об этом еще не думаете, да, а вот в течение месяца такое может произойти. Но в любом случае здесь улучшение идет. Для тех, у кого свое дело, кто своим делом зарабатывает, шестерка червовая. Карта говорит о том, что о чем вы мечтали,
вот именно это направление может начать давать деньги. Может быть, это будет отложенное какое-то событие, да, может быть, это не сразу будет происходить, но все равно какие-то ваши надежды осуществляются. Хорошая репутация дает вам возможность зарабатывать. Какой-то новый вот этот поворот, да, в вашей жизни, в вашем деле тоже дает возможность заработка. Вообще вот ваша сфера финансовая, она может исцелиться, она может стать сильной. Друзья, желаю всем замечательного августа, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!